Молокозавод СХПК «Хангаласас» расположен в поселке Махсагалох. Сюда ежедневно поступает молоко с сел Тихтюр, Актемцы, Улахан, Ой и Булгуняхтах. Наш молокозавод привозят где-то 6 тонн молока. И из этого молока мы выпускаем 10 видов продукции. Помимо этого у предприятия есть цеха в селах Качекацы, Красный ручей, Тумул, Кытылджура, Едя и Чкалов, где также принимают молоко и тут же его перерабатывают, в основном в масло. Например, в Качекатский маслоцех поступает за день около 600 килограммов молока от местных сдатчиков. Ну, мы сперва сепарируем молоко, и после сепарации сливки пастеризуем. И после этого на третий день мы делаем масло. Ну, примерно в день мы делаем масло, в день 25 килограммов масла. С 2020 года «Хангаласас» занялся производством сыра качотто под названием «Булус». Его изготавливают по итальянской технологии в цеху села Красный ручей. Сырным цехом заведует Матрена Кириллина, которая прошла обучение на мастера-сыродела в городе Углич Ярославской области. Я отучилась, чтобы сделать разные сорта. А какие сорта планируете? Планируем голландский, юбилейный, костромской хотели и мягкие сыры, брынзу и адыгейскую. Помимо молока, «Хангаласас» принимает от населения зеленый лук. Нынче его приняли около полутонны. Рекордсменом стал цех села Едяй. Местные жители сдали 460 килограммов лука. И это еще немного. В прошлые года удавалось принять до 3 тонн зеленого лука. Но нынче, говорят, он не сильно вырос. Сданный лук тут же в цехах шинкуют на спецоборудовании, фасуют и замораживают. С 14 июля в Хангаласском улусе официально начнется сбор земляники и красной смородины. Затем голубики, черной смородины и брусники. Все эти ягоды Хангаласас также принимает от населения, чтобы в дальнейшем выпускать варенье и делать наполнители для йогуртов. Осенью и зимой, когда сезон большого молока закончится, от населения будут принимать рыбу – налим, из которой сделают полуфабрикаты – стейки, котлеты и субпродукты. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.